Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала «Сафина» информационный выпуск новостей. В студии Муниса Аблакулова. Здравствуйте. В течение 2 последних лет реализуется национальная стратегия развития Республики Таджикистан в период до 2030 года. Для достижения намеченных задач в этот период за счет государственного бюджета выделено более 36 миллиардов сомани, а на 2018-2020 годы на эти цели запланировано направить почти 70 миллиардов сомани. Согласно перспективам, в следующие 3 года объем ВВП увеличится на более чем 30% и достигнет 82 миллиардов сомани. В связи с этим правительству страны необходимо всесторонне проанализировать итоги 2 лет реализации программы и в дальнейшем использовать все имеющиеся возможности для ее качественной реализации. Об этом было отмечено в послании основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона к Маджлисе Оли страны. В городе Душанбе впервые прошел международный фестиваль манго. В рамках этого культурного мероприятия представители посольства Пакистана в Таджикистане представили этот тропический фрукт и приготовленные из него блюда. Там присутствовали и наши коллеги. Давайте посмотрим, что они скажут об этом. Манго называют королем фруктов. Родина этого тропического фрукта – влажные тропические леса индийского штата Ассам и государства Мьянма. Теперь манго в Таджикистане. В рамках фестиваля манго представители посольства Пакистана в Таджикистане представили манго и приготовленные из него блюда. Как стало известно, манго хорошо выращивается и в Пакистане. До сегодняшнего дня из этой страны в Таджикистан поступали различные виды фруктов. В рамках двустороннего сотрудничества представители Пакистана планируют привозить манго в нашу страну. Однако они также заинтересованы в сочных фруктах Таджикистана, особенно в винограде, и хотят экспортировать наши фрукты в свою страну. Сегодня мы представляем манго, который считается одним из национальных фруктов Пакистана. Мы хотим, чтобы жители Таджикистана попробовали манго, и если этот полезный фрукт им понравится, в будущем мы можем поставлять из Пакистана в Таджикистан. Этот плод славится своим неповторимым вкусом во всем мире. Также ожидаем, что Таджикистан будет экспортировать в нашу страну свои разнообразные сочные фрукты. И мы планируем расширить наше сотрудничество в этом направлении. На фестивале принял участие и выступил министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Нематулло Хикматулло-Зуда. Как было упомянуто, дружба между Таджикистаном и Пакистаном имеет древние корни. В частности, эти отношения стали еще крепче после того, как наша страна стала независимой. Теперь двустороннее сотрудничество развивается в разных сферах. Фестиваль манго также создает прекрасную возможность для расширения сотрудничества, отметили выступающие. Также участники фестиваля вкусили манго и оценивали его с разных точек зрения. Мы только что попробовали сок манго. Мне и раньше приходилось попробовать на вкус плод манго, когда училась и жила в Индии. Я бы хотела сказать, что сок обладает не только чудесным вкусом, но и целебными свойствами. Если в эти жаркие дни ежедневно употреблять сок манго, то вы можете избежать солнечного удара. В Индии из манго делают и сок, и коктейль, однако в Таджикистане манго наблюдается очень редко. Мы надеемся, что после этого фестиваля данный фрукт будет импортироваться в Таджикистан. Международный фестиваль манго отмечается во многих разных странах мира, где собираются тысячи любителей этого вкусного фрукта. А в Индии и Пакистане манго считается одним из национальных растений. Если всего насчитывают более 1000 видов этого фрукта, то в Пакистане выращивают почти половину. Можно сказать, что в ближайшие годы манго будет заполнять прилавки рынков Таджикистана, а таджикистанцы смогут широко использовать этот полезный фрукт. Агентство по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан с целью информирования общественности о реализации указа президента о национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 2030-2020 годы проводит встречи с сотрудниками министерств и ведомств. Очередная встреча состоялась с работниками Агентства труда и занятости населения. Об этом наш следующий репортаж.
На встрече сотрудников Агентства по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан с руководством и сотрудниками Агентства труда и занятости населения, Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан были рассмотрены и проанализированы вопросы незаконных оборотов наркотиков, злоупотребления наркотиками и их последствия. Согласно анализу, в первой половине 2018 года в стране было зарегистрировано 7800 наркозависимых. Это на 284 человека или на 3,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако за отчетный период правоохранительными органами и силовыми структурами республики выявлено и зарегистрировано 536 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что, к сожалению, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68 преступлений или на 14,5%. Как было упомянуто, наркомания – это чума века, и она ослабляет общество, государство и нацию. Участники были проинформированы о причинах этого заболевания. Было сказано, что влечение к наркотикам связано с увеличением числа незаконных оборотов наркотиков и слабой волей людей. Фактически это глобальная проблема и не может оставить в стороне какое-либо государство или нацию, потому что эта чума века оказывает влияние на все отрасли, а также увеличивает распространение вируса иммунодефицита человека. Борьба с этим негативным явлением является одним из направлений правительства Республики Таджикистан. К примеру, в стране реализуется национальная стратегия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы. За его успешное осуществление борются и жители страны, было сказано на встрече. По инициативе Комитета по делам молодежи и спорта с целью повышения профессионального уровня девушек и привлечения женщин на государственную службу с 26 по 28 июля был проведен республиканский учебный семинар под названием «Подготовка государственных служащих из числа одаренных девушек республики». Детали у нашего корреспондента. В учебном семинаре под названием «Подготовка государственных служащих из числа одаренных девушек республики» приняли участие более 40 молодых талантливых девушек со всей страны. С участием ответственных лиц и партнеров по развитию были рассмотрены и проанализированы наиболее важные вопросы, связанные с положением женщин во всех сферах народного хозяйства страны. Было отмечено, что всесторонняя поддержка молодежи является одним из важнейших аспектов государственной политики правительства страны, и на этой основе шаг за шагом предпринимаются своевременные меры. К примеру, организованные в этом направлении курсы, на которых активное участие приняли молодые девушки из Горно-Бадахшанской автономной области, Хатлунской и Сагдейской областей, городов и районов республиканского подчинения и города Душанбе. В течение 2 дней эксперты сферы, специалисты министерств и ведомств обучали девушек тонкостям государственной службы. По словам ответственных лиц, в ходе 2-дневного семинара 8 опытных женщин республики рассказывали девушкам о различных проблемах государственной службы и деятельности. По завершению ответственные лица Комитета молодежи и спорта страны вручили участницам дипломы и грамоты и заявили о продолжении таких инициатив. Страна продолжает готовиться к очередной годовщине государственной независимости Республики Таджикистан. Проводятся всеобщие хашары, жители усердно трудятся во благо Родины. Вот и в эти выходные во всенародном хашаре с раннего утра во всех регионах столицы велись благоустроительные и очистительные работы. Жители Махалей приводили в порядок не только собственные дворы и улицы, но и прилегающие к ним территории. Свой маленький вклад в процветание города внес и наш корреспондент. До очередной годовщины великого национального праздника государственной независимости Республики Таджикистан остались считанные дни. В связи с этим в столице страны, городе Душанбе, ускоренными темпами идут работы по благоустройству и созиданию. Жители столицы с большой ответственностью и гордостью стараются внести свой вклад в процветание каждого уголка Душанбе. Каждые выходные выходят на всеобщий хашар, и, несомненно, внешний облик столицы меняется день за днем. В рамках конструктивных
работ жители столицы занимаются уборкой окружающей среды и озеленением улиц. В частности, в Махале Яхью-Авзали, расположенной в столичном районе Шох-Мансур, с раннего утра жители приступили к благоустроительным работам. Как отметили ответственные лица отдела коммунального хозяйства района, подобные работы ведутся каждые выходные в каждой Махале. Но это еще не все. Жители уделяют должное внимание ремонту дорог. Свой заметный вклад в благоустройство столицы вносят и жители Махали Забунисо. Они также по плану вышли на благородное дело, разрыхляли почву вокруг деревьев и очищали улицы от сорняков. Следует отметить, что жители города Душанбе с каждым днем все активнее участвуют в таких публичных мероприятиях и способствуют процветанию нашего города. Завершилось самое продолжительное лунное затмение с начала 21 века. Столь долгая продолжительность затмения была связана с тем, что Луна находилась близко к точке максимального удаления от Земли и была значительно меньше тени, которую отбрасывала планета. В результате Луна прошла через ее центр, и поверхность Луны окрасилась в багрово-красный оттенок.